трансляция в интернет в течение 3 суток обошлась бы Москве почти в 1 миллиард рублей. Представьте себе, только 1 миллиард для удовлетворения просто простого любопытства диванных наблюдателей. В 2021 году Центр избирком лишил россиян возможности наблюдать за выборами в онлайн-режиме. С 2012 года любой гражданин мог смотреть видеотрансляцию с избирательных участков. Потом волонтеры отсматривали записи и зачастую находили нарушения. Благодаря этому, например, пензенские волонтеры по итогам губернаторских выборов 2020 года обнаружили массовые вбросы сразу на 3 участках в селе Бессоновки в 10 километрах от Пензы. Мы сделали репортаж о том, как это было и какое наказание получили фальсификаторы. Предприниматель Сергей Москвитин вместе с другими наблюдателями отсмотрел тысячи часов записей с камер видеонаблюдения, которые были установлены на избирательных участках осенью 2020 года. Москвитину достались видеозаписи с участка номер 374, который располагался в Центре детского творчества. Сначала он увидел, как на избирательном участке проходит концерт с песнями. А за 44 минуты до окончания голосования избирательный участок внезапно закрыли под предлогом санобработки. Никого не пускаем, санобработка. Все, закрыли. Закрывайте сейчас. Так, ну что, приготовились. Подсчет бюллетеней на этом участке показал, что за действующего губернатора Ивана Белозерцева проголосовали 84%. Камера зафиксировала, как рождается такой высокий процент. Когда увидели этот кадр, помните ощущения свои? Ну, когда они стали закрывать, было уже понятно, что они вбросят. Да никаких особо ощущений. Так было понятно, что все это нарисовано. Пиджак, которым завесили объектив камеры, упал через 1,5 минуты. Стало видно, как члены избирательной комиссии вбрасывают бюллетени в урну для голосования. На участке номер 378 в детском саду объективы камер закрывали плакатами с призывом голосовать за поправки Конституции. Когда плакаты убрали, стало заметно, что количество бюллетеней в урне поменялось. Марина Тимофеева в те дни была членом окружной избирательной комиссии. Она зафиксировала многочисленные нарушения на избирательном участке в детском саду. Я была на этом участке, но, видимо, я была раньше, чем они это сделали. Основное нарушение, конечно, это реестр голосующих на дому, по факту его полное отсутствие. То есть они просто его не составляют. Они берут чистые бланки заявлений, члены комиссии садятся за стол и пишут их всех одной рукой. При моем присутствии случился казус, и человек, который находился у них якобы в списке голосующих на дому, пришел на участок. Проверку члена окружной избирательной комиссии пытался сорвать глава местной администрации. А это кто? Вы почему книги показываете? А почему книги показываете? А вы кто? Вы сначала администрации. Глава администрации. А вы что здесь забыли, простите? Я просто пришел на участок посмотреть, как идут выборы. Я увидела в их глазах одновременно испуг, хамство по отношению меня и безысходность. Это забавно смотреть, но в это же положение очень грустно, потому что это взрослые люди, которые имеют высшее образование, работают с нашими детьми. И фальсификация выборов – их основная задача. Тимофеева вызвала полицию на избирательный участок. Пришел глава администрации зачем-то на этот избирательный участок. Пытается выстроить работу штабной избирательной комиссии. Она делала вид, что их нет. Полицейский вообще ушел с участка и пошел курить. Марина Тимофеева считает, что после ее отъезда члены избирательной комиссии заново составили подложный список голосующих на дому и вбросили бюллетени. Зафиксировать нарушение помогла только видеокамера. Помнишь первое ощущение, когда вот увидела эти видеозаписи, где выбрасывают голоса в Бессоновке? У меня возникла одновременно улыбка и восторг, потому что я знала, что это происходит. И благодаря именно камерам эти нарушения были выявлены.
Еще один вброс бюллетеней зафиксировала камера на избирательном участке номер 377 в здании Бессоновской средней школы. Объективы видеокамер члены комиссии закрывали под руководством директора школы Владимира Демина. Он же обещал дать выходной учителям, которые фальсифицировали выборы. Так, все, ребят, работаем, держи. Все, Оля. Нет, он стоит. Мы все повязаны. Владимир Петрович, нам дают завтра выходной. Я тебе сейчас дам. Прямо сейчас. Да? Я могу идти? Владимир Петрович, как камеры закрывали, можете показать? Пожалуйста, пройдите. Я не хочу общаться. Сколько можно говорить? Вы в этом месте закрывали камеры руками. Вы сейчас пытаетесь мне закрыть камеру. По словам наблюдателей, они не верили, что по их заявлениям о нарушении в Бессоновке будут возбуждены уголовные дела. Но в марте 2021 года арестовали Ивана Белозерцева, который на выборах губернатора набрал 78% голосов. Его подозревают в получении взятки. После этого материалам проверок, которые лежали в Следственном комитете больше 3 месяцев, дали ход. У меня было ожидание, что даже уголовного дела не будет. Придумают там какой-нибудь по какому-нибудь надуманному поводу просто отказ. Опыт был такой, что при подаче заявлений, как правило, никаких возбуждений, там было 1 или 2 уголовных дела по всей России. Вот. А у нас вдруг нам поперло. Уголовному делу помог арест Белозерцева. Если бы его не арестовали, мне кажется, уголовного дела бы не было. Следственный комитет возбудил 3 уголовных дела по факту массового вброса бюллетеней на 3 избирательных участках в Бессоновке. Эти нарушения выявили волонтеры движения «Голос», которые признаны иностранным агентом. Они много месяцев отсматривали архивы видеозаписей с избирательных участков. Не так уж и много времени это занимает, потому что большую часть времени ты включаешь на скорость 16 или 32. Чтобы отсмотреть один день, уходило часа 4. Когда возникает что-то подозрительное, то мы останавливались, снижали скорость, просматривали еще раз, что там происходило. В 2 уголовных делах из 3 уже поставлена точка. Мы попросили наблюдателей зачитать фрагменты из приговоров, которые Бессоновский районный суд вынес этим летом в отношении фальсификаторов выборов. Фигурантом первого дела стала председатель УИК номер 374 и директор Центра детского творчества Светлана Сверчкова. Решила сфальсифицировать итоги голосования путем включения неучтенных бюллетеней, фактически не выдававшим избирателям. Убедившись, что за ее действиями никто из находящихся на избирательном участке лиц не наблюдает, собственноручно внесла в них заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, проставила в каждом бюллетене необходимую отметку, знак за одного из кандидатов. Неверно произвела подсчет голосов. Собственноручно поместила их в стационарный ящик для голосования. В результате умышленных преступных действий Сверчковой по окончанию голосования не менее 1324 помещенных ею в стационарный ящик для голосования бюллетеней были учтены при подсчете голосов. Суд приговорил признать Сверчкову Светлану Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренным статьей 142.1 УК РФ, и назначить наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы. Суд учел раскаяние Сверчковой и ее былые заслуги. Она получила почетную грамоту Министерства образования, а ее фотография дважды попадала на районную доску почета. Сверчковой назначили условное наказание. Спустя год она продолжает возглавлять Дом детского творчества. Хотели бы предложить вам возможность высказаться на эту тему и сказать то, что вы думаете о приговоре в отношении вас. Я на эту тему не буду с вами говорить. Ну, я думаю, что приговор, наверное, всегда наш суд гуманный и справедливый. Значит, то, что заслужило, то заслужило. А зачем вы это сделали? Ради того, чтобы все хорошо было в государстве. А вы считаете, будет хорошо в государстве? Да.
Приговор по делу о вбросе голосов в Бессоновской средней школе огласили в августе 2021 года. Суд признал виновными учителя математики Ольгу Вялову и заместителя директора школы Татьяну Гагарину. Вялова и Гагарина совершили преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Разработали план совершения преступления и распределили между собой роли, согласно которым должны были совместно проставить отметки в бюллетенях, после чего совместно поместить их в стационарные ящики для голосования. Гагарина и Вялова собственноручно поместили в стационарные ящики для голосования не менее 1381 неучтенного избирательного бюллетеня. Просто чтобы вы понимали, это вот такая куча неучтенных бюллетеней. Здесь 3 пачки по 500 листов. Обстоятельствами, смягчающими наказания подсудимых Гагариной и Вяловой, суд признает активное способствование расследованию преступления, чистосердечное раскаяние, признание вины. Принесла извинения правительству Пензенской области и администрации Бессоновского района. Дело закончено, все сделано. Вы хотели принести извинения там какие-то? Я все перед всеми извинилась. Перед всеми. Может быть, на камеру извинитесь? Нет, спасибо. А вы Почему? тоже перед всеми извинились? Да. Суд приговорил Вялову к 21 месяцу лишения свободы, Гагарину к 19 месяцам. Наказание оставили условным. Обе женщины продолжают работать в школе. У одной из них, у Сверчкова, да, по-моему, фамилия, я присутствовал на суде, когда она извинялась, но она не извинялась перед кем-то, она просто говорила «извините» и плакала. Ну, то есть шептала «извините». Но это... Уголовный кодекс, он не предусматривает извинений. Я считаю, что они, конечно, не должны работать в школе. Это 100%. Уголовникам в школе не место. Я считаю, что должен быть очень ощутимый штраф за эту работу. Человеку должно быть запрещено работать во всех избирательных комиссиях, на всех руководящих должностях, возможно, даже там каких-то бюджетных и государственных учреждениях. Приговор по третьему делу о вбросе бюллетеней на участке номер 378 в детском саду еще не вынесен. На данный момент она находится, если не ошибаюсь, тоже на больничном. Вы как руководитель учреждения, вот сами-то как смотрите на то, что у вас сотрудник работает в детском саду, воспитывает детей и фальсифицирует результаты выборов? По версии Следственного комитета. Я не следователь, и, насколько я знаю, окончательного варианта расследования пока нет. Судебных никаких еще пока тоже решений не было принято. Понятно. Поэтому все вопросы, наверное, не ко мне, а к следователю или кому-то, кто занимается данным вопросом. Новые правила Центра избиркома сильно осложнили работу видеонаблюдателей. До сих пор непонятно, будет ли у них доступ к архивам. Они ограничили демонстрацию, выбрав, кому они будут демонстрировать. Только кандидатам и только партиям. И в ограниченном количестве. Там, по-моему, от каждой партии по несколько человек смогут наблюдать, сидя в какой-то специальной комнате. Но это полный бред. Запись в любом случае будет вестись со всех участков. Поэтому можно было бы ее просто продемонстрировать всем людям. Это вообще не стоит каких-то больших затрат. Этот месседж всем председателям комиссии, ребят, мы вам сделали все, что могли, теперь ваш выход. Собственно говоря, избиратели, ну что, ребят, можете не приходить, мы за вас все накидаем. Наше мнение здесь, все и так все знают. Зачем еще раз тратить деньги? Реально. Я не сказал бы, что все уже закончено. Это для публичного просмотра, в день просмотра, действительно, это стало недоступно. Но 99,9% людей никогда не будут смотреть. А профессионалам, которые это занимаются, это дорога по-прежнему для фиксации, она открыта. Скажите, а кто-нибудь есть из членов территориальной избирательной комиссии на месте? Все на местах. Мы можем к ним пройти? Ночами не спят. По словам председателя Бессоновской ТИК Ольги Грибовой, опыт прошлого года учтен. Опыт прошлого года негативно сказывается не только на членах комиссий, всех комиссий, но и ставит под вопрос отношение уже к остальным комиссиям. Приняты определенные меры рекомендательного характера прежде всего, так и ссылками на нормативную практику, на законодательство о том, что это
уголовной, административной ответственности прежде всего. За 5 дней до начала выборов председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала еще одну причину, по которой необходимо ограничить всеобщий доступ к видеонаблюдению. В интервью российской газете 12 сентября она заявила об угрозе массового скачивания видеозаписей и подмены картинок с участков. Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем. Выборы 2021 года начинаются в атмосфере тотального недоверия. Избирком не верит наблюдателям, а те не верят избиркому. Что получится в итоге, узнаем после 19 сентября.